подключиться ко времени, вот как у него указано, В 10:30 Ольга Да. Александровна. Хорошо. Ну, давайте тогда я включу трансляцию. Можно начинать. Да. А там уже проходит. А Поляков? Евгений Да, Викторович. Евгений Викторович выступит после той дамы, которая выступит, Ольга Александровна. А потом А потом Антонине Качеров или Качеров? Качеров. Качеров? Я Тут. видео добавила в папочку. Да, давайте сразу. Давайте сразу, да, коллеги, я прошу прощения. Чтобы не было техничной поддержки. Форум Александр Михайлович. А Поляков и инициалы как расшифровать? Евгений Викторович. 29. Коворкинг. А Ну, Качерин? тут открытый. Так, Сейчас добавим. Качерин сейчас скажу. Что точно скачать? Юрий Алексеевич. Юрий Алексеевич, я сюда добавлю, вот в этом будет. Юрий Файл Алексеевич. называется, будет Качерин, его просто запускаете и все. Хорошо? У меня никак не сейчас. Качерин. Видео сейчас туда добавится. Так, и все, наверное. И всё, да. Качерин Да. последний. Да, Наталья Валерьевна не смогла подъехать, вот поэтому после этого. Все, спасибо. Нина Игоревна, если что, я подстрою. Хорошо. Да. То есть наша секция закончится Качериным, да? А потом всех Вы отправляем. обсуждаете. Я для вас буду Да. помощником. Да. Что мы обсуждаем? Может быть, Дискуссии, какие-то какие-то предложения. После каждого выступления вопросы? Можете в конце, можете Можете в как конце. удобно. Да. Как пойдет. Вы вопросы будете задавать. Мы все можем задавать вопросы, абсолютно. Это такая площадка для диалога. Да. А кому вопросы будем задавать? Начинаем. У нас трансляция уже началась, коллеги. Просто обсуждение. Если это проблемный вопрос, то Коллеги, трансляция началась. Нас видят все присутствующие в Ютубе. Да. Наверное. вам слово. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я сегодня, 29 сентября 2021 года, приветствую вас в Коми Республиканском институте развития образования. У нас сегодня коворкинг. Тема «Технологические, организационные и методические аспекты деятельности методических объединений учителей и предметников». Наша секция – секция учителей социально-гуманитарного цикла. Модератором секции является учитель истории обществознания гимназии номер 1 города Сыктывкара, руководитель Республиканского методического объединения учителей истории обществознания Тырина Нина Ивировна. Мы начинаем свою работу. В добрый путь. Первое выступление – это выступление руководителя Республиканского методического объединения учителей истории обществознания Тырина Нины Ивановны по теме «Деятельность Республиканского методического объединения учителей истории по проблеме модернизации содержания и технологии преподавания учебных предметов «История» и «Обществознание». Работа Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания началась 4 года назад на основании приказа Министерства образования Республики Коми о создании республиканских объединений в системе общего образования. Таким образом, в 2017 году в Республике Коми было создано Республиканское методическое объединение учителей истории и обществознания. Руководителем данного объединения стала Нина Веровна Тырина. Сегодня Республиканское методическое объединение учителей истории и обществознания объединяет в себе огромное количество педагогов со всей республики, с разных муниципалитетов. Руководителями Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания являются Любовь Анатольевна Максимова, директор Института истории и права Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Александровича Сорокина, и Тырина Нина Ивановна, учитель истории и обществознания гимназии номер 1. У нас несколько членов Совета Республиканского методобъединения. Это представители разных муниципалитетов. В частности, представитель города Ухта, это Елена Аркадьевна Долонина, учитель истории школы номер 15. Представители из Микуни, это Елена Петровна, учитель истории школы номер 1, Киселева Елена Петровна. И 3 учителя из города Сыктывкара. Инна Владимировна Ивонина, учитель истории обществознания школы номер 30. Кремер Иван Владимирович, заместитель директора по научной и методической работе гимназии имени Пушкина, учитель истории обществознания. И учитель технологического лицея города Сыктывкара Попова Елена Гавриловна.
Целью республиканского методического объединения является активизация деятельности учителей по обеспечению модернизации содержания и освоения новых подходов и использования современных педагогических технологий преподавания учебных предметов «История» и «Обществознание» в Республике Коми. Для достижения поставленной цели Республиканское методическое объединение решает следующие задачи. Таковых достаточно много, их порядка 8 задач. Сюда включены такие задачи, как реализация концепции развития содержания учебных предметов «История обществознания», концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включая историко-культурный стандарт, концепция преподавания обществознания. Вторая задача – это повышение качества преподавания учебных предметов истории обществознания в образовательных организациях на основе использования современных педагогических технологий. Третья задача – реализация этнокультурного компонента для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. Следующая задача – это профессиональная экспертиза и активное обсуждение в педагогическом сообществе лучших педагогических практик, то есть выявление и внедрение эффективных технологий, методов и средств обучения учебным предметам история, обществознание, право, экономика. Задача номер 5 включает в себя организацию участия учителей истории и обществознания в совершенствовании содержания, форм и методов повышения квалификации, профессиональной переподготовки и аттестации. Следующая задача – это содействие вовлечению педагогов в научную и публикационную деятельность через развитие и проведение исследований. Седьмая задача состоит из организации общественного обсуждения учебно-методических комплектов. И восьмая задача – это участие в организации интеллектуальных конкурсов, олимпиад, других различных мероприятий по учебным предметам история и обществознание. Реализуя такие направления, как организационная работа, обеспечение методического сопровождения преподавания по учебным предметам история и обществознание, содействие профессиональному развитию педагогических работников, Республиканское методическое объединение учителей истории и обществознания выполняет следующие функции. Это организация общественного обсуждения проекта Республиканского плана мероприятий по реализации концепции учебного предмета обществознания, обсуждение учебно-методических комплектов других учебно-методических материалов по учебным предметам история и обществознание, право, презентация лучших практик учителей, эффективных технологий, методов и средств обучения по учебным предметам история, обществознание, право и организация неручных мероприятий. Это и организация и проведение экспертизы учебно-методических разработок педагогов для размещения данных педагогических разработок на портале «Открытое образование Республики Коми». Ну, в частности, такие разработки, как программа курсов внеурочной деятельности, сценарий внеклассного мероприятия, технологические карты уроков, сценарии учебных занятий. Это и оказание помощи муниципальным методическим объединениям учителей, а также отдельным педагогам, особенно молодым специалистам. Ну, в частности, в таких вопросах, как в выборе учебно-методических комплектов по предметам история, обществознание, экономика, право, индивидуальный проект, помощь в составлении контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, а также изучение эффективности, результативности применения технологий, методов, средств обучения, помощь в составлении рабочих программ учебных предметов. Формы организации деятельности Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания способствуют осуществлению модернизации содержания и технологий преподавания учебных предметов. Данные формы представлены на данном слайде. Ну, например, порядка 4 раз в год Республиканское методическое объединение проводит свои тематические организационные заседания с использованием видеотрансляций по ключевым проблемам. Традиционно участие представителей РМО в ежегодных республиканских совещаниях руководителей РМО. Активное участие представителей РМО принимают в заседаниях муниципальных методических объединений, в частности, в таких муниципалитетах, как Ухта, Усть-Томский район, Сыктывкар, Инта и другие. Наши представители принимают участие и выступают на методических, практикоориентированных семинарах, конференциях различного уровня по актуальным проблемам модернизации основного общего и среднего образования и модернизации содержания и технологий образования по предметам истории и обществознания. Принимают участие в работе портала «Открытое образование», разрабатывают, обновляют рубрику «Сетевое сообщество учителей истории и обществознания».
принимают участие в различного рода семинарах, конференциях федерального уровня. Ну, в частности, такие семинары, как семинар председателей республиканских предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего образования, Федеральный институт педагогических измерений, вебинар для федеральных экспертов дополнительного профессионального образования, общественная экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для федеральных экспертов, участие в качестве слушателей и вебинаров, а также такие вебинары, как вебинары, проводимые издательством «Русское слово», издательством «Просвещение», корпорация «Российский учебник», Федеральный институт педагогических измерений, образовательный центр «Открытое образование» и многие-многие другие. Хотелось бы отметить ключевые вопросы заседаний нашего республиканского методического объединения. Это, в частности, такие вопросы, как особенности ОМК по предметам, целого спектра предметов, которые представлены на слайде. Это история, обществознание, и право, и экономика. Это подготовка учащихся государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена по предметам история и обществознание. Методические рекомендации по подготовке учащихся к единому госэкзамену. Здесь традиционно проходят выступления председателей республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования по предметам история и обществознание. Это и организация работы по подготовке к олимпиадам и конференциям. Представлен хороший опыт проведения муниципальной краеведческой олимпиады для учащихся муниципалитетов. Данный опыт был представлен на основе одного муниципалитета города Сыктывкара, который включал в себя оценку читательской грамотности, оценку креативного мышления школьников и на основе содержания материала по истории Республики Коми. Опыт сопровождения проектной, исследовательской деятельности учащихся по предмету история, а также по предмету обществознания и предмету права. Это и работа наставников с молодыми специалистами, студентами, практиками и опыт взаимодействия с вузами, в частности, с Институтом истории и права Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Александровича Сорокина. Безусловно, это и обучение с применением дистанционных технологий. И наша РМУ проводила целый спектр заседаний, в которых были выступления специалистов высшей школы, а также учителей, практиков общего образования по данным темам: дистанционное обучение, плюсы и минусы, и обучение с применением дистанционных технологий. Важным является и повышение квалификации кадров системы среднего общего образования в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур. А также важным вопросом был вопрос об активном использовании портала «Открытое образование» Республики Коми и использовании ресурса Коми Республиканского института развития образования. Это методическая поддержка дистанционного обучения. Деятельность членов нашего республиканского методического объединения, учителей истории и обществознания, она активна и разнообразна. В частности, по проблемам рассматривались такие очень важные вопросы, как работа в составе жюри конкурсов, организованных как Институтом образования, так и Сыктывкарским государственным университетом и другими организациями. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Республики Коми. Это работа в предметном жюри очного тура республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» и многие-многие другие конкурсы, в которых наши представители Республиканского методобъединения, это члены Совета РМУ, принимают активное участие, будучи участниками жюри, и данные конкурсы стали традиционными. Безусловно, активная разнообразная деятельность наших членов РМО, она просматривается и в работе в Республиканском экспертном совете по экспертизе программ образовательных организаций, а также в экспертизе аттестационных материалов педагогов Республики Коми. В деятельности экспертного совета регионального центра выявления поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, науки Республики Коми, это Академия юных талантов.
Активно включаются члены РМО в работу в качестве федерального эксперта портала цифровой среды, дополнительного профессионального образования по экспертизе авторских программ и многие другие виды деятельности. Также немаловажная деятельность представителей нашего методического объединения Республики Коми в составе Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения Российской Федерации. Члены РМО участвуют в проведении экспертизы методических продуктов педагогов, рекомендаций для размещения разработок на портале «Открытое образование». Проводят активно индивидуальные консультации и беседы с педагогами различных муниципалитетов. Это как очные встречи, так и беседы дистанционно. Безусловно, вся эта огромная работа, она связана еще и с тем, что педагоги нашего республиканского методического объединения принимают активное участие в составлении различного рода конкурсных, олимпиадных заданий на различный уровень, как уровень школьный, так и муниципальный уровень. Это такие методические продукты, как тексты к олимпиадам муниципального этапа всероссийского уровня, олимпиады школьников по разным предметам. Важным является участие представителей Республиканского методического объединения в проведении конкурсов повышения квалификации, повышения квалификации педагогов, организованных Коми Республиканским институтом развития образования и другими организациями. В данной связи, вот на этом слайде вы наблюдаете фамилии и названия модулей, фамилии представителей и названия модулей, которые были реализованы в рамках курсов повышения квалификации учителей истории и обществознания. Здесь представлены фамилии Ивана Владимировича Кремера, Елены Гавриловны Поповой и Тырины Нины Иверовны, которые в рамках курсов как раз проводили широкую работу по адресной методической поддержке школ в достижении предметных результатов по учебным предметам история и обществознание. Республиканское методическое объединение учителей истории и обществознания проводит огромную работу. За эти 4 года было сделано очень многое, но в плане традиционные вопросы, которые были мной ранее озвучены, их порядка 8, все эти вопросы будут рассматриваться и в нашей дальнейшей работе. Вот на этой слайде представлена работа РМО от установочного заседания, которое прошел в ноябре 2017 года, до сегодняшнего дня. И вся работа Республиканского методического объединения по важным вопросам, она прослеживается на сайте Коми Республиканского института развития образования. Всем огромное спасибо. Итак, первый вопрос Нина Иверовна Тырина вам озвучила. Мы с вами подходим ко второму вопросу. Второй вопрос нам осветит Наталья Николаевна Исаева. Это заведующий кафедрой социально-гуманитарного образования Коми Республиканского института развития образования, старший методист Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Тему вы назовете сами, да? Да. Спасибо, Нина Иверовна. Можно мышку? Уважаемые коллеги, добрый день. Мы рады приветствовать вас на нашей площадке. Я посмотрела сейчас по подключениям. Нас с вами уже более 120, и это очень приятно. Коллеги, вот сегодня в связи с эпидемиологической ситуацией мы проводим форум вот в таком режиме, когда в студии нас присутствует не очень много, но тем не менее, как я говорю, уже около 120 человек нас смотрят, несмотря на то, что идут уроки, и это очень приятно. Очень надеемся на возможность в скором времени встретиться очно. И, коллеги, секундочку, 5. Через что? Встретиться очно уже на курсах повышения квалификации и тех мероприятий, которые мы в дальнейшем будем проводить. Сегодня тема моего выступления – это совершенствование качества преподавания истории и обществознания на основе результатов оценочных процедур. Мы с вами прекрасно понимаем, что
в документах, определяющих цели и направления развития системы образования в Российской Федерации, таких как государственная программа развития образования на 2018-2025 годы, это национальный проект образования, и целью номер 1 заявлено качество образования, которое характеризуется сохранением лидирующих позиций Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и понимания текста, это PIRLS, в международном исследовании качества математического и естественно-научного образования, это TIMSS, а также повышение позиции Российской Федерации в международной программе по оценке образовательных достижений обучающихся, это PISA. И в подпрограмме совершенствования управления системой образования в рамках мероприятия реализации механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами одно из направлений – это как раз-таки обеспечение участия Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества общего и профессионального образования. Это совершенствование и реализация процедур проведения и методик оценки уровня освоения обучающимся основных образовательных программ общего и профессионального образования. В связи с этим в нормативных документах целями весьма актуальной является задача построения сбалансированной системы процедур оценки качества общего образования. Это должна быть такая система, которая будет позволять обеспечить получение надежной информации о состоянии различных компонентов региональных, муниципальных и международных, общероссийских и международных исследований, в том числе об их соответствии требованиям федеральным государственным образовательным стандартам, а также данная система должна давать возможность оценить состояние отдельных компонентов системы общего образования в Российской Федерации в целом. И наиболее эффективно такая задача может быть решена путем проведения регулярных исследований качества образования, реализуемых на основе сбора и анализа широкого спектра данных о состоянии и региональных, и муниципальных систем образования. При этом на слайде появляется уже знакомая всем, собственно, диаграмма, где представлены все оценочные процедуры, через которые проходят наши с вами обучающиеся. И мы с вами, коллеги, уже не первый раз говорим о том, что должна постепенно выстраиваться единая линия оценочных процедур. О чем я? Мы все прекрасно с вами помним ситуации, когда на нашего с вами обучающегося были возложены такие оценочные процедуры, как республиканские проверочные работы, ну хотя начнем с текущего контроля знаний на уровне образовательной организации, республиканские проверочные работы, всероссийские проверочные работы, национальные исследования качества образования, ну и, конечно же, государственная итоговая аттестация на разных уровнях 9, например, 11 класса за уровни, соответственно, основной и средней школы. И при этом мы, как учителя-предметники, были с вами в неком затруднении, потому что оценочные процедуры были достаточно разноплановые. Это касалось и тематики заданий, и, собственно, самого содержания заданий, методики заданий. Поэтому сейчас мы с вами немножечко, наверное, в более выгодной ситуации. Почему? Потому что действительно мы отмечаем, что в 2020 году министр просвещения Российской Федерации дал такую установку, что все оценочные процедуры должны быть единообразны. Да, есть свои сложности, мы все прекрасно понимаем их, но, тем не менее, оценочные процедуры уровня всероссийских проверочных работ и государственная итоговая аттестация разных уровней, они теперь хотя бы приближаются к некоему единообразию. Все оценочные процедуры разных уровней у нас с вами проходят, конечно же, аналитически анализируются, и на основании всех оценочных процедур составляются определенные справочники. Так, например, Республиканский информационный центр оценки качества образования благодаря руководителям предметных комиссий составляют отчеты по итогам государственной итоговой аттестации 9-11 класса. Институт развития образования, соответственно, анализирует результаты республиканских проверочных работ и всероссийских проверочных работ. Коллеги, вот готовясь, собственно, к первому стратегическому выступлению, первой стратегической сессии в рамках форума, я проанализировала посещаемость сайта и просмотр данных аналитических материалов. Коллеги, результаты 2019-2020 учебного года, 2020-2021 учебного года уже представлены на сайте Института развития образования во вкладочке
качество образования. Так вот, на эту вкладочку «Качество образования», коллеги, из представителей педагогов Республики Коми заходило 38 коллег. При этом Коми Республиканский институт развития образования провел, например, в прошлом году, ну так вам для примера, в апреле-мае 2021 года мы провели 78 мероприятий, направленных на повышение качества образования по всем предметам. Из 78 предметов 16 были направлены на коллег, собственно, родной нашей с вами области истории обществознания. На этих 16 мероприятиях присутствовало 53 педагога. Я все понимаю, что у нас большая загруженность, что вы не успеваете. Это мы учитывали, собственно, и онлайн-подключение, и уже офлайн потом просмотры данных сессий. Коллеги, но когда мы приглашаем федеральных экспертов, которым можно задавать вопросы, с которыми можно общаться, нам немножечко, ну, мне в данном случае, как организатору данных мероприятий, было немножечко непонятно и обидно перед федеральными экспертами. У нас есть уникальная возможность использовать их опыт, задавать им вопросы, общаться с ними в очном формате, но мы, к сожалению, ей не пользуемся. Поэтому очень радостно, что сегодня нас смотрит такое большое количество людей. Тем не менее, чем, собственно, ну, не уникальны, но чем могут пригодиться данные результаты анализов педагогам-предметникам. В том, что, во-первых, представлены, сейчас я позволю себе продемонстрировать, как выглядят данные аналитические результаты по оценке, например, ВПР 2020-2021 учебного года непосредственно по предмету история. Надеюсь, что вам видно. Коллеги, в этом году мы пошли по такому пути. Все прекрасно помните ситуацию, когда у нас резко понижается качество образования, о чем свидетельствуют внешние оценочные процедуры. И поэтому в этом году мы попытались проследить, как же перекликаются между собой задания, типология заданий по всем классам. Итак, пошли по пути краткое описание исследований, инструментарий. Напоминаю, что это всероссийские проверочные работы. Здесь мы взяли с 6 по 11 классы, потому что это осень 2021-2022 учебного года. Вы помните, что 6 класс писал, например, работу 5 класса и так далее, поэтому здесь с 6 по 11 классы. Здесь мы прописали, собственно, инструментарий, особенности заданий, систему оценивания. А далее, коллеги, мы разработали, посмотрели, собственно, перечень планируемых результатов, которые проверяли заданиями, выполненными обучающимся, на 50 и менее процентов. И в данном случае, коллеги, здесь представлено, собственно, соотношение этих заданий. Например, умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. И здесь, коллеги, не написано, а у меня в данных представлено, что в 6 классе данное задание у нас выполняет 49, ну почти 50% обучающихся. Коллеги, в 9 классе, я напоминаю, 6 класс почти 50, в 9 классе только 22% обучающихся демонстрируют данное умение. И тут возникает закономерный вопрос. Что же происходит с нашими с вами детьми, что в 6 классе они демонстрируют данный навык, а в 9 классе они его куда-то растеряли, утратили и так далее. В связи с этим, коллеги, опять-таки же, следующее умение, например, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения. И в этом связи, опять-таки же, здесь мы берем 6 класс. Тут его демонстрирует 47% обучающихся. В 8 классе таких у нас с вами уже 38% обучающихся, а в 9 29%. То есть и вот аналогичный анализ мы провели по абсолютно всем умениям, по всем критериям. И в этой связи действительно возникает очень-очень много вопросов. И исходя из вот этого анализа, коллеги, мы, собственно, и провели так называемый контекстный анализ, и мы
по результатам этого анализа выстраиваем индивидуальные, даем индивидуальные уже советы, инструкции, рекомендации учителям-предметникам, причем не только учителям-предметникам, но и руководителям образовательных организаций по нивелированию данных дефицитов. То, о чем я говорила, фактически в целом можно представить по результатам всероссийских проверочных работ по истории. В данном случае хочу вас, наверное, порадовать, что если мы говорим про объективность оценивания, то история – это один из предметов, который входит, который демонстрирует, что почти половина обучающихся подтверждают свои результаты. И это здорово, потому что в данном случае расхождения по другим предметам гораздо более существенны. И понижение, вы видите, что вот они у нас примерно одинаково, детки, которые подтвердили, либо понизили. И вы видите, что очень мало у нас фактически двоек на уровне, если мы говорим 5-6 классы, но также не очень большое количество у нас и отличников. И в этой связи, если мы посмотрим по муниципалитетам, в данном случае, наверное, будет наиболее показателен даже следующий слайд. На данном слайде представлена выборка. Это опять-таки же наш 6 класс обучающихся. Это шестиклассники 2021-2022 учебного года. Поясню. Вся выборка в данном случае подразумевается Российская Федерация, ну, Республика Коми, понятно, муниципалитеты, далее вы видите. О чем же свидетельствует данная табличка? Мы взяли обучающихся 6 класса. В 6 классе они писали, вот осень, написано осень 2020 года. Это наши дети писали сами за программу 5 класса. Весна 2021 года обучающиеся писали, соответственно, за программу 6 класса. И вы видите, что, коллеги, я сейчас немножечко отсвечиваю, вот так вот сделаю, да. Вы видите, что если мы говорим про успеваемость выполнения всероссийских проверочных работ, которые представлены в процентном соотношении, то фактически 8 муниципалитетов из 21, почему 21, ну, муниципалитетов у нас 20, но есть еще 21 группа, это образовательные организации регионального подчинения, то есть государственные образовательные организации. Так вот, из группы 21 участник, наши с вами 8 групп понизили свои результаты. То есть по факту, коллеги, мы говорим о том, что ребенок, который учился дистанционно и пришел в сентябре в школу, в 8 группах написал в разы, ну, то есть гораздо лучше, чем ребенок, который целый год отучился с учителем, присутствуя очно. И причем, посмотрите, расхождение, ну, бог с ним, Усть-Целимский район, там меньше процента, или, скажем, Книжпогосский район. Но мы говорим о, например, городе Вуктыл, где, так, на секундочку, коллеги, я напомню, всего 3 образовательные организации, и понижение составляет более 25%. Кстати, там же самые низкие показатели весны. В данном случае радует, что, например, Кайгородский район, он повысил несколько свои, ну, не самые низкие показатели, но тем не менее, посмотрите, опять-таки же красная зона. И, коллеги, вот такая же красная зона, она будет, соответственно, и на уровне Российской Федерации. И сегодня мы на еще одной сессии с руководителем управления образования будем говорить о том, что вот эта дельта, как она названа, она влияет в том числе и на республиканскую систему оценки качества образования. Каждая образовательная организация – это как некий кирпичик, который выстраивает в целом стену либо здание системы образования. И, соответственно, результаты каждой образовательной организации, вы все прекрасно понимаете, что у нас есть и по каждой образовательной организации аналогичные данные. При этом, посмотрите, успеваемость-то все вроде как только 8 групп из 21. Про качество образования мы говорим о том, что 15 групп понизили с качеством образования. И причем, опять-таки же, вот эта дельта, она достаточно ощутима. Да, мы здесь можем говорить о том, что изменились задания, дети изучают, добавился курс истории России,
Программа более сложная, но в любом случае программа рассчитана на данный с учетом и психологических возрастных особенностей. Хочу вас, наверное, несколько утешить, не порадовать, наверное, здесь будет не совсем корректное выражение, но тем не менее, что в целом по России, да, тоже замечается понижение качества образования. И еще то, что данная ситуация, она не уникальна только для предмета истории. Вы не поверите, наверное, сейчас будет не очень корректно, но по одному из предметов обязательного цикла оценки процедур, там бывает дельта и уходит в минус 50. И муниципалитеты, они коррелируются между собой по разным предметам, то есть одни и те же муниципалитеты. То есть это не только проблема нас с вами, коллеги, как учителей истории или обществознания. Это в целом проблема и резилиентности образовательных организаций, и, конечно же, работы школьной команды, то, о чем мы говорим. Поэтому, но тем не менее, данный факт, он обращает на себя внимание. Кроме того, позволю себе еще обратить особое внимание о том, о чем я говорила. Национальные исследования качества образования и каким образом они связаны между собой. То есть в данном случае мы будем говорить про метапредметные результаты, которые были рассмотрены в соответствии с результатами оценочных процедур по школам, а именно ЕГЭ и ВПР за 2020 год. В данном случае осень. И на диаграммах, которые здесь представлены, указаны средние показатели по метапредметному тесту по группам школ, агрегированные по уровню ЕГЭ и ВПР с выделением определенных групп. И имеется прямая связь между метапредметными результатами и уровнем школы. То есть чем больше индекс высоких результатов, тем выше результаты по метапредметному тесту национального исследования качества образования. Наибольший разрыв в средних баллах по национальному исследованию качества образования имеет место между показателями участников, обучающихся в школах, вошедших в третью и верхней квартиле индекса высоких результатов ЕГЭ, в то время как в нижнем, втором и третьем средние метапредметные результаты отличаются не так сильно, тяготея к средним по выборке в целом. При этом, наверное, не стоит забывать, что все-таки история и обществознание – это у нас предметы гуманитарного цикла, и если ребенок не замотивирован на чтение, обучение как таковое, то о каких результатах мы можем говорить? И в этой связи очень показательно, опять-таки же, отношение к чтению. В рамках национального исследования качества образования предлагалось высказаться о своем отношении к чтению. Посмотрите, результаты представлены на слайде. Мы говорим о том, мы констатируем о том, что в данном случае почти 16% шестиклассников признаются, что они не читают в принципе, им это не интересно. 23% читают 30 минут в день или менее, а мы понимаем, что это фактически только школьная программа, и то, скорее всего, в каком-то сокращенном, сжатом виде. И только по факту, вот показатель 8,2%, это показатель детей, которые действительно любят читать, но при этом здесь не спрашивается, какую литературу вы любите читать. При этом к 8 классу, если мы говорим, что в 6 классе таких детей 15,4%, то в 8 классе уже 19% в принципе не читают для собственного удовольствия. То есть культура чтения у нас с вами уходит. При этом мы прекрасно понимаем, что коль скоро уходит культура чтения, то и фактически ряд тех предметных и метапредметных результатов, которые связаны с мышлением, с аргументацией, будет уходить из жизни наших с вами обучающихся. И опять-таки же нам с вами не решить эту проблему единолично. Это должна опять-таки же работать школьная команда. А для того, чтобы школьная команда работала в едином русле, в едином направлении, конечно же, это должно быть закреплено в документах. И далее Иван Владимирович как раз расскажет о том, каким образом рабочая программа может быть вашим помощником. А я немножечко для того, чтобы перекинуть мостик и предваряя его выступление, ну и выступления наших федеральных экспертов, которые, собственно, будут направлены на данную тематику, хочу лишь отметить, что, коллеги,
Вы помните, что на майских праздниках у нас было дано поручение проанализировать рабочие программы по учебным предметам история на предмет вхождения тем по истории Великой Отечественной войны. Было проанализировано 87 образовательных организаций, по итогам проверки было проведено срочное подключение, представление вам этих результатов. Я не буду останавливаться на нем более подробно, но, коллеги, после этого была проведена проверка всех образовательных организаций на наличие программ, рабочих программ по предмету история на уровне основной школы и средней школы. И, коллеги, опять-таки же после этого перед вами выступали представители органов надзора. Было проведено заседание Республиканского методического объединения по вопросам качества образовательных рабочих программ учебных предметов. И готовясь вчера к нашему выступлению, коллеги, я опять-таки же столкнулась с тем, что вот у меня складывается ощущение, уже второй раз, что мы вещаем в пустоту. Потому что 70% образовательных организаций, которые по результатам июньской, а сегодня 29 сентября, проверки, даже майской, в начале июня, 6 июня мы вам направили все результаты. Коллеги, 70% образовательных организаций не внесли никакие изменения в рабочие программы. При этом я напомню, что, коллеги, поправьте меня, в августе, по-моему, да, вышло новое распоряжение о структуре сайта образовательной организации. В очередной раз напомнили коллегам, руководителям образовательных организаций, что это сайт – это лицо образовательной организации. Напомнили требования к структуре, и в том числе, я напоминаю, что одним из требований в разделе «Сведения об образовательной организации» образование должны быть представлены рабочие программы учебных предметов, либо же аннотации к данной программе. Коллеги, на слайде представлен пример аннотаций к рабочим программам учебных предметов. 3 страницы компилированного текста. Я здесь специально сделала скриншоты вордовского документа, чтобы было видно, что фактически это действительно компиляция. Причем вы видите содержащие грамматические, пунктуационные и так далее логические ошибки. В данном случае возникает очень много вопросов в целом, опять-таки же, к команде школьной, потому что всем прекрасно понимаем, что иногда учитель, приходя в образовательную организацию, он не пишет свою программу, он либо работает по той программе, которая у него есть, и не всегда заглядывает на сайт, посмотреть, а что же там есть, потому что иногда, собственно, действительно у нас с вами большая загруженность, и это не наша с вами зона ответственности. Но, тем не менее, качественная рабочая программа и документ – это зона ответственности каждого из нас. И то, каким образом сайт, я напоминаю, это лицо, так каким же образом, помимо того, что у нас не очень хорошие с вами результаты по всероссийским проверочным работам, и я напоминаю, что в целом и исследования ПИЗа, и национальные исследования качества образования, всероссийские проверочные работы, мы с вами тут на всех российских и федеральных площадках говорим о том, что хуже всего у нас с вами всероссийские проверочные работы как раз-таки пишутся те задания, которые связаны у нас с вами непосредственно с содержанием региональным. И в этой связи это одно из заданий национального исследования качества образования, напоминаю, 6-8 классы. В данном задании требовалось установить соответствие изображений, находящихся на территории нашей страны, объектов мирового природного и культурного наследия, их названиям, либо населенным пунктам. То есть, поясняю, есть картинка и есть определенный перечень, и нужно было просто соотнести левые и правые столбики. Например, или изображение выдающихся отечественных научно-технических достижений, фамилии людей, с которыми связано появление изображения объектов. Данное задание выполнено 8-классниками, коллеги, опять-таки же, 8-классники выполнили хуже, чем аналогичное задание в 6 классе. Причем в данном случае представлены результаты 8 класса. По логике в 8 классе обучающиеся уже в рамках различных воспитательных мероприятий, в рамках уроков, посвященных Дню славы,
мероприятиям, связанным с различными датами. Коллеги, ну вот, собственно, последний памятник, вот самый последний «Вечный огонь», только 80%. Вы не поверите, один из ответов – это Куликовская битва. Да, мы тоже так вот были шокированы, удивлены. Поэтому, что еще удивительно, содержательно ответить на вопрос, почему необходимо сохранять память об этом событии, смогли в среднем ответить только 24% восьмиклассников. Коллеги, там уже подключаются у нас федеральные эксперты, поэтому не хотелось бы заканчивать на такой не очень радостной ноте, но тем не менее, коллеги, хочу сказать, что данные мероприятия, как вот наш сегодняшний форум, как все мероприятия, которые проводят республиканские методические объединения, и вся работа, которую вы делаете на местах, в целом направлена на то, чтобы действительно повысить качество образования. Так давайте тогда грамотно использовать, совместно грамотно использовать те результаты и те инструменты, которые у нас с вами есть. Это и анализ всероссийских проверочных работ, это и типичные затруднения выполнения заданий ОГЭ, ЕГЭ, и те рекомендации, которыми могут с нами поделиться, тот опыт, которым с нами могут поделиться республиканские и федеральные эксперты. Я благодарю за внимание и хочу, заканчивая, сказать, что все вопросы, которые вы сейчас зададите нам через портал YouTube, на канале YouTube, мы передадим нашим экспертам, и в течение до конца недели мы вышлем вам ответы. Спасибо большое, Наталья Юрьевна. Большое спасибо, Наталья Николаевна. Наталья Николаевна обозначила проблемные зоны, по сути, поле деятельности педагога, которые необходимо будет возделывать для того, чтобы устранить те огрехи в нашем образовании, особенно историческом образовании. Наше следующее выступление – это выступление Ивана Владимировича Кремера, заместителя. Наше следующее выступление – это Ольги Александровны Свириной, специалиста отдела методического продвижения основного общего образования, мобильное электронное образование, по теме «Современные подходы к разработке рабочих программ». Пожалуйста, Ольга Александровна. Что микрофон не можем включить пока. Ольга, вы сейчас нас слышите? Отлично. Вы можете включить микрофон и начинать, а мы пока выключим свой микрофон. Так, я микрофон включил, я экран сейчас запущу, посмотрите, пожалуйста, потому что я не вижу. Хорошо. Сейчас, секундочку, здравствуйте. Здравствуйте. Так, подскажите, пожалуйста, видно ли мой экран? Секунду. Так, да, мы видим ваш экран. Вот я запустила презентацию, подскажите, пожалуйста, ее видно? Да, можете начинать. Мы тогда свой микрофон пока выключим. Мы пока выключим. Ну что, ладно. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Рада приветствовать вас от имени компании «Мобильное электронное образование». Тема сегодняшнего моего выступления – современные подходы к разработке рабочих программ. О чем хотелось бы поговорить? Ну, прежде всего, о нормативно-правовой базе, которая регламентирует разработку проектирования рабочих программ. Во-вторых, о
о методологии, которую используем мы для проектирования рабочих программ, которые сопровождают школу. Конечно же, о цифровых инструментах, которые помогают реализовывать рабочие программы. И в своем выступлении я рассмотрю, как формируется воспитывающая среда на различных уровнях, на уровне федерации, региона, муниципалитета и, собственно, на уровне образовательной организации. Но вот начать хотелось бы, конечно, с нормативно-правовой базы. Как известно, именно эта база – это то, что определяет разработку рабочих программ. И мы должны иметь в виду, что вопросы воспитания, вопросы цифровизации образования являются одним из главных критериев оценки высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Собственно, эти критерии определены в указе президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года за номером 68. Критериев, относящихся к вопросам воспитания, 5, к сфере образования 5. Но я хотела бы обратить ваше внимание на 2 из них. 9 – это условия воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. И критерий 20 – это цифровая зрелость органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных государственных учреждений. Эффективность деятельности губернаторов, президентов республик оценивается именно по данным критериям. Ну и, соответственно, все остальные уровни власти тоже должны быть направлены на достижение этих показателей. Это особенность нашей правовой системы. Поэтому, когда мы работаем с регионами, когда мы работаем с муниципалитетами или с конкретным образовательным учреждением, мы, естественно, учитываем те особенности, ту специфику, которая есть в регионе, в каждом муниципалитете, но опираемся прежде всего на федеральный уровень. Хочу заметить, что федеральная нормативно-правовая база, которая относится к сфере образования и к сфере воспитания и развития личности обучающихся, она достаточно объемная. Вот только часть тех документов, которые регламентируют эту сферу. Сюда мы, безусловно, относим и Конституцию Российской Федерации, и федеральные законы об образовании, и указ президента от 10 октября 2019 года о развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации, поскольку мы говорим о сетевой среде, о цифровом образовании. Сюда же относятся такие важные документы, как стратегические документы планирования. Обращаю ваше внимание, что на основе этой правовой базы Федеральный институт оценки и качества образования разработал методологию. Это оценка механизмов управления качеством образования. Федеральные эксперты в настоящее время осуществляют мониторинг и проверку муниципальных органов власти на предмет наличия инструментов этих управленческих механизмов. С этой методикой вы можете ознакомиться на сайте ФИОКа. А я хотела бы обратить ваше внимание на такое понятие, как управленческий цикл. Для того, чтобы это наглядно показать, мы сделали принтскрин с рабочего стола. Для того, чтобы наглядно увидеть, что управленческий цикл – это система. Он включает в себя 9 этапов. При этом каждый этап, опираясь на нормативную базу, он должен быть заполнен определенными нормативно-правовыми документами. Мы формируем документы для каждого этапа, мы заполняем его конкретными мероприятиями, конкретными документами, которые содержат необходимые показатели. То есть это методика работы на муниципальном и региональном уровне. А сейчас хотелось бы чуть подробнее поговорить про рабочие программы воспитания. И для того, чтобы об этом говорить, на слайде представлены нормативно-правовые акты, которые определяют место рабочей программы воспитания в структуре общей образовательной программы, основной образовательной программы. В соответствии с частью 2 статьи 12.1 и частью 9 статьи 2
мы видим, что рабочая программа воспитания является частью образовательной программы, является частью основной образовательной программы. Более того, в соответствии с приказом Минпросвещения России от 12 мая 2021 года мы видим, что примерная программа, разрабатываемая по основным общеобразовательным программам, включает в себя учебно-методическую документацию, примерную рабочую программу воспитания и определяют объем и содержание образования определенного уровня, определенной направленности. Еще один момент, о котором хотела сказать, это часть 3 статьи 12.1 Федерального закона об образовании Российской Федерации. Это возможность участвовать в разработке рабочих программ воспитания советов обучающихся, советов родителей и представителей органов обучающихся. С точки зрения разработанной нами методологии, это важный момент. Подводим итоги вот этой нормативной базе. Рабочая программа воспитания – это часть основной образовательной программы. Рабочая программа воспитания должна быть разработана для каждого уровня отдельно. Отдельно для начального уровня образования, для среднего уровня образования, для основного уровня образования. Поскольку структура рабочей программы воспитания регламентируется, естественно, федеральным государственным образовательным стандартом, сегодня у нас встает проблемный вопрос. Мы сравниваем федеральные государственные образовательные стандарты 2009-2013 года и федеральный государственный образовательный стандарт 2021 года. В соответствии с этими стандартами мы видим, что произошли изменения в структуре рабочей программы воспитания. Обратим внимание на первый пункт. Если в предыдущих стандартах первым пунктом значилось описание особенностей воспитательного процесса, то новые стандарты определяют первый пункт как анализ воспитательного процесса в организации. Изменился четвертый пункт. Если в старых стандартах это были основные направления самоанализа, воспитательной работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность, то сейчас мы говорим о системе поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции обучающихся. Это важные моменты, которые стоит учитывать, когда мы разрабатываем рабочую программу воспитания, когда мы ее проектируем. Примерную программу воспитания мы можем посмотреть на сайте posreестр.ru. Но здесь есть один очень важный и очень проблемный момент. То есть нет разбивки, нет очень четкого, очень яркого разделения по уровню образования. Именно это отсутствие разделения прослеживается вот как раз между первым и вторым пунктами, когда мы говорим об анализе воспитательного процесса в организации и целях и задачах воспитания обучающихся. При ближайшем рассмотрении, когда наши специалисты анализировали рабочие программы школ, заходили на сайты школ, заходили на сайты различных образовательных учреждений, какие ошибки в проектировании рабочей программы воспитания прежде всего бросаются в глаза. Ну, во-первых, рабочая программа воспитания выделяется как самостоятельный документ, она не включена в основную образовательную программу и не декомпозирована по уровню общего образования. Более того, в некоторых организациях встречается и неверное название документа. Называется программа воспитания, вот, например, как здесь показан пример, и социализации обучающихся. Вторая ошибка, которая часто встречается, структура общей образовательной программы не соответствует ВУЗ. Если вы посмотрите на содержание, вы увидите это несоответствие. Третья ошибка, которая тоже достаточно часто встречается, учебные планы не содержат указания на обязательную часть и часть формируемых участниками образовательных отношений. Это процентное соотношение нужно соблюдать, существуют определенные очень четкие критерии для того, чтобы составить правильно эти учебные планы. Но ошибки, к сожалению, все равно бывают. И еще один момент, который сейчас актуален, это наличие в учебном плане таких предметных областей, как родной язык и литература, даже если мы изучаем русский язык.
да, все равно предмет обязательно должен быть в наличии в учебном плане. Сама методология разработки программ, когда мы работаем с образовательными организациями, когда сопровождаем школы по разработке рабочих программ воспитания, сама методология была разработана нами в рамках проекта внедрения и реализации в курс среднего общего образования в общеобразовательных организациях, в том числе в условиях организации образовательных процессов в цифровой образовательной среде. Познакомиться чуть подробнее с этим проектом вы можете, обратившись к нам. Мы расскажем о тех методах, о тех документах, да, с которыми мы здесь работаем, о тех направлениях, в которых ведется работа. А я хочу в соответствии с нашей темой сказать только о том, что итогом этой работы становится такой документ, как портрет выпускника. Этот проект мы начали реализовывать в ноябре-декабре 2020 года. Это Ханты-Мансийский округ, это Ленинградская область, это Воронежская область, это Свердловская область. И в результате работы над этим проектом были составлены портреты выпускника каждой отдельной образовательной организации. Собственно, что такое портрет выпускника? Это те характеристики, это те результаты, которых должен достигнуть выпускник к окончанию того или иного образовательного уровня. Прежде чем мы перейдем дальше, я хотела бы показать вам несколько примеров портрета выпускника, которые разработаны отдельными образовательными организациями. Так, в портрет выпускника Сургутской технологической школы были включены определенные характеристики, которые важны для будущих инженеров. Киришский лицей и Ленинградская область представил портрет выпускника 2077 года. Если вы увидите, если вам видно, на ленте написано «Выпускник 2077». Обратите внимание, какие характеристики, какие результаты выделяются. Те качества, те компетенции человека 21 века, которые необходимы сейчас в современном мире, в мире сетевой экономики, в мире сетевого общества. Вот эти все компетенции, они нашли отражение в портрете данного выпускника данной образовательной организации. Еще один портрет выпускника, пример портрета выпускника, это портрет гимназии имени Никитина города Воронежа. Обратите внимание на те критерии, которые выделяются здесь. Обратите внимание на слово «идеал», «идеальный выпускник». Да? Ну, по сути, то, к чему мы и должны с вами стремиться. Ну и, собственно, когда мы говорим о портрете выпускника, мы задаем себе вопрос, зачем оценивать образовательные результаты, что мы получим в результате этой оценки, что мы увидим. Мы понимаем, что оценивание личностных результатов – это очень важный момент, и здесь выделены как раз те причины, которые заставляют нас оценивать результаты обучения. Мы не будем с вами подробно останавливаться на них. Хотя хочется отметить, что при оценке личностных результатов мы используем самые разные методики и технологии, в частности, критериально-уровневое оценивание, развернутые содержательные характеристики. И если вы пробежите глазами по возможным вариантам использования оценки, вы увидите, что это достаточно объемная, достаточно серьезная работа для того, чтобы направление развивать, создавать воспитательную среду. Кстати, вербальная оценка точно так же применяется, да, вот отмечена вербальная оценка. При оценивании необходимо отметить, что происходит взаимодействие двух элементов. Это проникновение сетевых инструментов, цифровых инструментов в данное направление. Если говорить про результаты воспитательного процесса воспитания и развития личности, то они, конечно, относятся прежде всего к открытым, то есть когда выпускник может сформулировать для себя заданные ориентиры, и недиагностичные, которые не поддаются объективной оценке, может оцениваться лишь на экспертном уровне.
Более детальная характеристика личностных результатов, которые должны быть представлены в рабочих программах воспитания на основании тех планируемых результатов, которые содержатся в основной образовательной программе, здесь представлены. Обратите внимание, что типы личностных результатов образования, здесь мы разделили результаты воспитания и результаты развития личности. Это далеко не всегда одно и то же. Если вы посмотрите как раз способ оценивания закрытый и открытый, и сравните по ориентирам и по источникам, допустим, инструмента, вы увидите разницу между результатами воспитания и результатами развития личности. Необходимо отметить, что основным элементом нашей методологии является портрет гражданина. Он разработан на основе Конституции Российской Федерации, на основе документов стратегического планирования Российской Федерации. Исходя из этого горизонта являются 2030-2035 год, и, безусловно, это те базовые воспитательно значимые ценности, которые выделены. Я вам представлю их на слайде, не буду на них задерживать внимание, думаю, что вы знакомы с этим перечнем. Используя портрет гражданина России 2035 года как инструмент обеспечения преемственности личных результатов образования и как основу для построения преемственных портретов выпускников, мы получаем с вами основу, то есть портрет выпускника как основу для формулирования воспитательных целей и задач всех элементов ООП. Мы получаем основу для разработки критериев, по которым оценивается качество условий, созданных в образовательной организации. Мы получаем инструменты для построения обучающейся траектории своего личностного развития. И мы можем использовать портрет выпускника для мягкой оценки и промежуточных результатов личностного развития обучающихся. Обратите внимание, что портрет выпускника – это документ, который может постоянно развиваться, дополняться, и те дескрипторы, которые могут постоянно выполнять портрет выпускника, они появляются в соответствии и с требованиями нового времени, и с теми участниками образовательного процесса, которые в данный момент заинтересованы в создании такого документа. Обратите внимание, вот пример портрета выпускника как эскиз, да, каким образом добавляются дескрипторы, каким образом меняется портрет выпускника от одного уровня образования к другому. Например, если в основном общем образовании мы еще не говорим о саморегуляции в высшем понимании этого слова, то в среднем общем образовании мы уже говорим о том, что это выпускник, эффективно управляющий собственной самоидентификацией и репутацией, способный к самоактуализации и самореализации, в том числе в соцсетях, что сегодня особенно важно. На схеме представлены типы образовательных результатов, и красным цветом выделены обозначенные роли портрета выпускника. Что обязательно нужно сказать о механизме работы с портретом выпускника? Но прежде всего то, что портрет выпускника – это некий общественный договор между всеми участниками образовательного процесса. Методология разработки портрета выпускника может быть представлена следующим образом. Сначала создается педагогическая команда, создается, кстати, вот здесь хотела отметить, команда педагогов создается не только на базе участия в ней директора и администрации школы. Это все участники педагогического коллектива, которые заинтересованы, которые работают непосредственно с детьми, могут участвовать в таком создании. Это первый этап, когда определяется запрос педагогического сообщества. Второй этап, когда мы работаем с родителями и выясняем потребности родителей, их запрос, их ожидания от того, что может предложить им школа, что она должна сформировать у обучающихся. И здесь очень важный момент. Вот то, что я начала говорить, что это общественный договор. Здесь, благодаря портрету выпускника, благодаря этому инструменту мы можем решать различные конфликты, то есть мы можем не доводить до них. Особенно если разговор идет о
многоконфессиональном сообществе, особенно если это поликультурное сообщество, особенно если действительно есть какие-то сложности и проблемы, но они есть всегда, да. Поэтому вот этот общественный договор, каким мы должны увидеть выпускника, как это должно происходить и к чему мы должны стремиться, он, конечно, решает очень многие вопросы еще на начальном этапе, определяя направление в создании образовательной среды школ. Ну и третьим этапом мы, естественно, подключаем самих учащихся, которые тоже имеют абсолютное право сказать о том, как они хотят, к чему они хотят прийти, к каким результатам они хотят прийти. В результате портрет выпускника в образовательной политике школы определяет вектор разработки программы развития образовательной организации, выступает основой для формулирования специальных целей и задач в рабочих программах, является инструментом системного и целостного осмысления и анализа деятельности образовательной организации. Ну а руководящие педагогические работники образовательной организации при анализе своей деятельности отвечают на очень важные вопросы: насколько обеспечивается достижение образовательных, насколько обеспечивается достижение результатов, описанных в портрете выпускника. То есть это и философия организационной структуры образовательной организации, это структура и содержание образовательной программы, это условия и планы ее реализации. Ну и это самооценка, какова моя собственная профессиональная деятельность как педагога. Заканчивая свое выступление, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в условиях современного воспитания как формирования личности очень важно выделить, кроме обучения, еще и такие понятия, как цифровой след и цифровые инструменты поведенческого контроля. Для реализации процесса воспитания и развития личности в цифровой образовательной среде мобильное электронное образование такие инструменты есть. Прежде всего, это инструменты цифровой коммуникации, в частности, мессенджеры, где педагоги могут общаться с обучающимися и где они могут отслеживать, анализировать и конструировать формы общения и на основе этой работы корректировать дальнейшие свои действия. Для того, чтобы цифровой профиль формировать у учащихся, у нас есть цифровое портфолио, куда заносятся результаты деятельности обучающихся, где идет непосредственно фиксирование его развития, в том числе в цифровой среде. В качестве примера, несмотря на то, что мы сейчас в гуманитарном профиле, я это прекрасно понимаю, но мне хочется в качестве примера привести все-таки физику, для того, чтобы мы увидели вот эту межпредметность и возможность участвовать педагогам в работе по реализации проектной, допустим, деятельности, да, как одной из успешных технологий в воспитательном процессе. Это задание, когда нужно разработать техническое задание для коммерческого продукта. В данном случае это еще и профориентационное задание. Задание заключается в следующем. Фирма «Интерактивных развлечений» просит создать коробку с набором материалов для экспериментов по физике, который будет продаваться в детском мире и других магазинах игрушек. Это должно быть умное развлечение для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Обратите внимание на профессии, которые предлагают попробовать примерить к себе методисты наши. Это инженер, это маркетолог, это специалист по рекламе, это игрок-практик, это управленец детскими товарами. Собственно говоря, вот на базе этого задания мы можем формировать и различные компетенции человека 21 века и реализовывать модель портрета выпускника, которую мы изначально обозначили. Могу сказать, что таких заданий они очень разные, их очень много, поэтому возможность, инструменты, которые предлагает цифровая образовательная среда, мобильное электронное образование, может быть эффективно использована для работы в том числе в создании образовательной среды, образовательной организации.
Спасибо большое за внимание. Я закончила свое выступление. Если у вас есть вопросы, коллеги, буду рада ответить на них. Хочу сказать, что если у вас есть какие-то конкретные вопросы, обращайтесь к нам, мы с удовольствием вас проконсультируем. Если вас интересуют наши проекты, тогда мы с удовольствием поработаем вместе. Если вопросов нет, я могу отключаться. Я правильно понимаю? Вопрос, да? Все, коллеги, тогда всего хорошего. До Большое спасибо. свидания. Большое спасибо, Ольга Александровна. Итак, следующий наш вопрос, это вопрос в продолжении выступления Ольги Александровны и в продолжении выступления Натальи Николаевны. Вопрос по рабочей программе, по предмету истории, обществознания. Данный вопрос нам осветит Иван Владимирович Кремер, заместитель директора по научно-методической работе гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина города Сыктывкара. Тема «Рабочая программа по предмету как инструмент построения нового образовательного процесса». Так, пожалуйста, Иван Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Тему моего выступления Нина, наверное, вам уже огласила. Рабочая программа как инструмент. Именно с этих позиций я подошел к рассуждению о том, что действительно очень часто Наталья Николаевна об этом нам говорила, что рабочая программа как важный, необходимый документ находится на всех сайтах образовательных организаций, но насколько часто мы с вами, коллеги наши, очень заходим на этот сайт и изучаем эту программу. А ведь это очень важный, основополагающий документ всей нашей с вами педагогической деятельности. В том числе это очень важный документ, наверное, для начинающих молодых педагогов, которые только переступают порог образовательных организаций и в первую очередь, как нам кажется, должны знать эту программу, изучать ее и понимать, а с каким материалом они должны будут выйти на урок, какие результаты они должны будут получить. И в связи с этим и с теми изменениями, которые происходят на данный момент в системе образования, в связи с утверждением программы воспитания, как раз и возникает вопрос, а как должна эта программа выглядеть на сегодняшний день, рабочая программа учебных предметов, и какие перспективы, какие направления развития нас с вами ожидают. Если говорить о основных таких изменениях, которые нас с вами касаются, в данном учебном году, в 2021-2022 учебном году, мы говорим о том, что в связи с введением программы воспитания для нас будет интересен только один единственный модуль. Это модуль 3.4 в этой программе, это школьный урок. В связи с тем, что воспитательный элемент, как мы с вами прекрасно понимаем, да мы с вами в этом направлении всегда и работали, в принципе, что урок обладает не только образовательным потенциалом, а особенно наше гуманитарное направление обладает и высоким воспитательным потенциалом, и в связи с этим в программу воспитания этот модуль был включен. Что он в себя включает на данный момент, я думаю, что все вы, уважаемые коллеги, уже познакомились с этим небольшим модулем, и некоторые комментарии я ниже еще буду об этом говорить. И следующий такой небольшой вектор нашего направления развития – это изменение федерального государственного образовательного стандарта, в связи с чем на сегодняшний день в Институте развития образования выложены в качестве проектов новые примерные рабочие программы по учебным предметам. На данный момент они выложены для общественного обсуждения. Если вас они заинтересуют, что нас ждет, какие изменения, вы в открытом доступе можете познакомиться с этими проектами. На данный момент выложены проекты на уровень начального и основного общего образования. То, что у нас в перспективе ждет введение нового стандарта с 1 сентября 2022 года. В связи с этим мы и наблюдаем, как наши рабочие программы учебных предметов, какие дополнения, изменения на сегодняшний день предполагаются. Вот эти три
важных пункта, на мой взгляд, то, что нас на сегодняшний день с вами уже ожидает, то, что мы должны были уже с вами сделать, и то, что нас ожидает в следующем учебном году. В связи с тем, что была введена программа воспитания в Федеральный государственный стандарт основного общего образования, который определяет структуру рабочей программы учебных предметов, мы с вами помним, что там обязательно должно быть 3 элемента. Это планируемый результат освоения учебного предмета курса, это содержание учебного предмета курса и тематическое планирование. В связи с введением программы воспитания здесь была проведена редакция. И видите на экране, что было добавлено, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. В данном случае, учитывая эти особенности, и имеются разные варианты, разные способы, что конкретно должно быть здесь добавлено. Дальше. Это модуль «Школьный урок», который предполагает включение и использование разнообразных форм и средств достижения воспитательного потенциала урока через рассмотрение различных ценностных элементов, ценностных аспектов, что в принципе на уроках истории, особенно на уроках обществознания, работая с текстами самого разного уровня, адаптированные, неадаптированные тексты, тексты представленные в различных его форматах, мы с вами в принципе в этом направлении уже с вами должны работать, и оценочные процедуры нас к этому подстегивают. Но и новые примерные программы, которые на сегодняшний момент выложены на уровне проектов общественно обсуждаемых, они тоже задают некий вектор направления, потому что идет конкретизация содержания, допустим, на примере программы, примерной программы по предмету история, идет конкретизация и полностью корреляция соотношения историко-культурного стандарта, который немножко позже, если мы с вами вспомним, был принят, чем примерные программы основного общего образования, и анализируя выложенный проект и историко-культурный стандарт и примерные программы, которыми мы сегодня с вами пользуемся, можно увидеть лишь небольшие, нехватающие элементы в нынешних примерных программах, которые полностью были приведены в соответствие с историко-культурным стандартом, когда он был утвержден. Это и дополнение содержательных линий, например, в предмете обществознания на уровне основного общего образования предлагаются в связи, скорее всего, с новыми веяниями, с новыми аспектами рассмотрения того или иного вопроса. Добавляется на уровне основного общего образования в 9 классе такой небольшой раздел, как «Человек в современном изменяющемся мире». И самый важный элемент, который добавляется в проект новых примерных программ, это конкретизация видов деятельности учащихся, что в рамках изучения того или иного тематического раздела предполагается освоить учащимся, какие виды деятельности они должны уметь осуществлять. То есть здесь в данном случае вот эти новые примерные программы, которые планируется использовать в будущем учебном году, они способствуют для нас, наверное, конкретизации видов деятельности и конкретизации единого содержания использования. Исходя из тех изменений и тех дополнений, которые на сегодняшний день у нас введены, мы можем говорить о том, что каждая образовательная организация на своем уровне, на уровне издания локального акта определяет, а как эти изменения, в каком виде они войдут в рабочую программу учебного предмета. Здесь, если мы опираемся на федеральный государственный образовательный стандарт, то мы видели дополнение в тематическое планирование, в том числе информации про ценностный аспект, конкретизации вот этого воспитательного потенциала. Если говорить о тех текстах, тех примерных проектов, то опять же это все задается модулем «Школьный урок». Если мы посмотрим, один из пунктов этого модуля — инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. Исходя из этого, на уровне нашей образовательной организации, на уровне гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина, в тематическом планировании были введены следующие изменения. То есть пример программы введения в общественной науке 5 класс. В тематическом планировании, кроме того, что у нас номер раздела, наименование раздела, количество отведенных часов, как было ранее, содержание, которое мы изучаем, здесь добавляется как раз вот воспитательный аспект в вопросах
ценностного понимания того или иного содержательного элемента. Ну, допустим, если мы говорим о 5 классе, это курс из нижней части, то есть это тот предмет, который формируется совместно с участниками образовательных отношений. И здесь мы видим, что в вопросах рассмотрения экономики мы включаем содержательный элемент понятия карманные деньги, как составить свой финансовый план, что значит быть финансово грамотным, и в соответствии с этим ценностный аспект, который мы здесь добавляем, это определение важности формирования умений распоряжаться своими финансами, быть финансово грамотным в данном случае. Говоря о тех текстах, на которых мы будем изучать и воспринимать социально значимую информацию, текст может служить источником и дискуссионных форм работы, которые мы можем применять, в том числе на уровне и основного общего образования. В локальном акте гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина было принято решение в качестве приложения представить примерный перечень текстов для чтения во время уроков, которые какой-то ценностный аспект могут нести. В данном случае, рассуждая о вопросах понятия глобализации, вопросах социально-экономических явлений, вопросах использования философских текстов, размышления о сущности человека, его назначении, его взаимодействии друг с другими людьми, так или иначе, вопросы ценностного отношения, вопросы взаимодействия, вопросы настраивания коммуникации, вопросы решения тех же самых глобальных проблем, так или иначе выводят нас на понимание того, что значимо. И вот этот воспитательный аспект позволяет нам реализовать. Ну и второе приложение, здесь в качестве примера выдержки из программы по учебному предмету «Родная русская литература», да, какие примеры проектов в рамках уроков совместно учитель и ученик могут реализовывать. Да, то есть вот эти изменения, которые на данный момент в связи с программой воспитания было решено дополнить рабочие программы на уровне гимназии. Если говорить о этом модуле, что он принципиально нового, может быть и не совсем для нас нового, он вводит. Как мне уже было сказано, это ценностный аспект изучаемых явлений, что мы, допустим, рассуждая на уроках обществознания о значимости науки, о понимании, что такое наука, какими инструментами она пользуется, что она дает обществу. Здесь уже в самих учебниках вот этот ценностный аспект под редакцией Боголюбова и других авторов, он уже включен, допустим, в контексте изучения этики ученого. Насколько ученый сегодня несет ответственность за те изобретения, за те научные достижения, которых добивается. На данном примере уже можно говорить о ценностном аспекте, о том, насколько ученый понимает свой вклад в развитие общества и насколько он готов нести за него ответственность. Вот с этих позиций, уже рассуждая, мы можем говорить о формировании определенных ценностей для наших учащихся. Используя интерактивных форм, я думаю, что, уважаемые коллеги, мы с вами все используем так или иначе формы, которые способствуют активизации деятельности учащихся, взаимодействия в рамках урочного процесса. Проектно-исследовательская деятельность, отдельные этапы этой технологии, так или иначе, на уроках при работе с текстом, формирование, преобразование, трансформация этого текста, мы можем с вами использовать в вопросах проблематизации, путей, способов выхода из сложившейся ситуации. Ну и работа с социально значимой информацией, то, о чем уже я говорил, это непосредственно работа с разного рода текстами, адаптированных, неадаптированных, при том, что текстов из самых разных источников информации. Это не только текст учебника, текст научной статьи, в том числе и средства массовой информации дают нам сегодня почву для размышления, почву для формирования тех или иных важных для нас аспектов. Если говорить о перспективе, о новых примерных программах, то есть то, о чем уже было сказано, то здесь идет конкретизация предметных результатов, что для нас очень хорошо, для себя во всяком случае подчеркнул, что идет конкретизация предметных результатов по годам обучения. Если с историей вопрос был достаточно простой, то по обществознанию были общие предметные результаты, и мы с вами их распределяли в зависимости от того или иного содержания. Новые программы уже дают полную разверстку по годам изучения, что в принципе, если сравнивать с внешними оценочными процедурами, они также будут совпадать. И для нас это еще один
стимул, да, посмотреть, познакомиться с этими программами. Конкретизация содержания, то есть соответствие программы по истории с историко-культурным стандартам полностью, целиком. В рамках обществознания добавление нового раздела, который современные реалии позволяют включить в изучение особенностей постиндустриального общества, влияния развития средств массовой информации, новые способы получения этой информации. Но и в том числе вопросы профориентационного развития через включение в понимание важности и значимости отдельных профессий. Такие уроки, такие темы уже были заявлены в редакциях учебника по обществознанию под редакцией Бардовского, который сейчас немножко видоизменился, новый состав редакторский там был включен, и на уровне основного и среднего общего образования там уже были прямо заявлены темы профессия юрист, где учащиеся в рамках практикума, как было заявлено в учебно-методическом комплексе, могут через изучение конкретного предметного содержания и познакомиться с деятельностью той или иной профессии. Ну и конкретизация видов деятельности, то, что в новых примерных программах уже включено. Первый пример – это то, с чем я в этом году работаю, для себя обозначаю, работая с девятиклассниками на предмете обществознания, что достаточно четко, понятно, конкретно, особенно для молодых педагогов, с какими видами деятельности, как мне организовать работу на уроке, с чем учащиеся должны уйти. При том, что в примерной программе по обществознанию после видов деятельности определяется сразу его характеристика. Это предметный, это метапредметно достигается результат. То есть для нас это еще и хорошее подспорье для понимания того, что должно в рамках урочного пространства происходить. Ну и второй пример – это вид деятельности для учащихся уже по истории 5 класс. Когда молодой коллега, мы с ним разбирали, смотрели эту примерную программу, становится понятней, что конкретно на данном уроке, исходя из содержания, мне нужно будет делать, каким видом деятельности и как к этим видам деятельности мне подходить. Поэтому то, что сейчас находится на уровне проектного обсуждения, то, с чем мы с вами столкнемся с 1 сентября 2022 года, в данном случае новые примерные программы рабочих программ учебных предметов должны способствовать большему пониманию и повышению эффективности организации учебного пространства. Ну и таким образом, да, если говорить о том, что рабочая программа это действительно должен быть инструмент организации образовательного процесса, да, то, что мы на сегодняшний день имеем. Конкретизация форм работы на уроке – это из программы воспитания. Мы берем модуль «Школьный урок», использование интерактивных, дискуссионных форм, проектных этапов решения той или иной задачи, использование, и об этом опять же программа воспитания говорит, игровых процедур с целью повышения мотивации. Да, мы с вами знаем, понимаем особенности, психологические особенности, допустим, учащихся 5-6 классов, для которых игровые элементы еще могут служить одним из важных факторов мотивации. Это воспитательный потенциал, опять же, из программы воспитания. Мы берем ценностные отношения, работа социально значимой информации, ее преобразование, возможность ее обсуждения и влияние на формирование мировоззрения наших учащихся. Ну и воспитание через пример личность. Если на предметах нашей с вами направленности гуманитарной у нас постоянно идет работа с текстом, то здесь могут возникнуть, может быть, вопросы для естественно-научного направления, что у них тексты научной характеристики. Здесь выход работы воспитательного потенциала может быть через изучение личности какого-либо ученого, который совершил открытие, через что он прошел, через какие трудности. Даже мы с вами, изучая великие географические открытия, формирование, развитие европейской науки на уроках в 7 классе, так или иначе сталкиваемся с необходимостью включения элементов биографических сведений, через которые мы тоже этот воспитательный эффект можем с вами получать. Конкретизация содержания, то есть актуальность изучаемых тем, соответствие историко-культурным стандартам. Ну и понятно, что конкретизация результатов. Мы с вами должны четко понимать, что рабочая программа способствует
успешному освоению, да, мы с вами ее регулируем, ее используем для государственной итоговой аттестации и достижения положительных результатов в рамках внешних оценочных процедур. Таким образом, в работе учителя, нашей направленности, нашей специфики, я думаю, что действительно сегодня программа должна быть инструментом построения образовательного процесса. Насколько для нас он окажется новым, каждый, наверное, определит для себя именно эту новизну. Или, возможно, какой-то новый для себя подход откроет. У меня все. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. На вопросы постараюсь вам ответить, когда они появятся. Спасибо. Большое спасибо, Иван Владимирович. Иван Владимирович осветил нам вопрос рабочей программы по предмету как инструмент построения нового образовательного процесса. Я бы сказала, как качественный инструмент построения нового образовательного процесса. Следующая наша тема выступления – это тема, которую нам поднимет Евгений Викторович Поляков, старший методист кафедры социально-гуманитарного образования Института образования, по теме «Проектная деятельность обучающихся как средство формирования функциональной грамотности». Пожалуйста, Владимир Викторович. Добрый день, уважаемые коллеги. В своем выступлении хотел бы кратко осветить одну проблему, связанную с формированием функциональной грамотности школьников посредством проектной деятельности. Вот уже Иван Владимирович в своем выступлении упомянул о проектной деятельности, и хотел бы я продолжить говорить о проекте, о проектной деятельности. Вначале хотел бы остановиться на определении понятия функциональная грамотность. Что же такое функциональная грамотность? Один из наиболее распространенных определений вот этому понятию дал ученый-психолог Алексей Алексеевич Леонтьев. Функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Сегодня общество и экономика делают запрос на таких специалистов, которые хотят и могут осваивать новые знания, применять их к новым обстоятельствам и решать возникающие проблемы, то есть существует запрос на функционально грамотных специалистов. Функциональная грамотность сегодня стала важнейшим индикатором общественного благополучия, а функциональная грамотность школьников – важным показателем качества образования. Проектная деятельность может стать эффективным средством формирования функциональной грамотности обучающихся. Проектная деятельность – составной термин, исходящий от слова «проект», который в переводе с латинского языка буквально означает «брошенный вперед». В педагогической литературе термин «проект» рассматривается как прототип, идеальный образ целеподчиненного взаимодействия педагога, обучающихся и других заинтересованных участников образовательного процесса, направленного на достижение результата по решению значимой для участников образовательного процесса проблемы. В разных источниках литературы проект упоминается и характеризуется в связке школьный проект, внеурочный проект, учебный проект, ученический проект. Ученый-педагог Евгения Семенова-Полот дала следующее определение понятию проектной деятельности. Как процесс создания проекта при взаимодействии педагога, обучающихся и других заинтересованных участников образовательного процесса, которым предшествует комплекс действий целеполагания, планирования и изучения окружающей действительности, направленный на получение результата в виде описания, детализации, дополнения и оптимизации ее предметов, явлений и процессов с последующим представлением полученного материального или интеллектуального продукта. То есть вот в этом определении даже уже задействована основная ключевая особенность проектной деятельности – создание какого-либо отчуждаемого продукта. Да? Проектная деятельность включает следующие компоненты. Представим. Мотивационный. Что такое мотивационный компонент? То есть проявление у обучающихся потребности
и интереса к проблеме. То есть проблема или тема проектной деятельности для детей, для ребенка должна быть личностно значима, интересна. Далее это целевой компонент. Предвосхищение решения проблем учащимся. Учащимся необходимо определить цель своей проектной деятельности. Далее это содержательный компонент, направленный на выполнение всех видов работ по проекту. После этого процедурный компонент, использование средств деятельности. И в конце уже будет результативный компонент, то есть представление и защита ученического проекта. Так, ученические проекты имеют разную классификацию. Условно разделяются проекты по следующим типологическим признакам. Это доминирующая в проекте деятельность, выделяют исследовательская деятельность и творческая деятельность. По предметно-содержательной области монопроект выделяют, межпредметный проект. По характеру координации проекта бывает непосредственный проект, бывает скрытый проект. По характеру контактов, по количеству участников проекта, по продолжительности выполнения проекта. Ну, давайте кратко рассмотрим. Первый признак – это доминирующая в проекте деятельность. Можно выделить следующий тип проектов. Это исследовательские проекты. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности, предметное исследование для всех участников, социальной значимости, соответствующих методов, в том числе экспериментальных и опытных методов обработки результатов. То есть достаточно это сложный проект. Эти проекты, они полностью подчинены логике научного исследования. И вот имеет даже структуру, приближенную или бывает, что полностью совпадающую с логикой научного исследования. Вот, например, проект по историческому краеведению «Армейская судьба» Макара Андреевича Бабикова. Да? Учащиеся при выполнении данного проекта могут изучать литературу, источники, могут использовать научные методы, поработать в архивах и так далее. Творческие проекты. Творческие проекты предполагают соответствующее оформление результатов. То есть это должен быть какой-то творческий продукт. Вот, например, инсценировка «Живая картина», оформление выставки в школьном музее. Такие проекты, как правило, в отличие от исследовательской деятельности, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности участников. По второму признаку можно выделить два проекта. Это монопроекты. Как правило, такие проекты проводятся в рамках одного предмета, да, поэтому называются монопроекты. При этом выбираются наиболее сложные разделы или темы в ходе серии уроков. Подобные проекты требуют тщательной проработанной структуры по урокам с четким обозначением не только целей задач, но и тех знаний, умений, которые ученики должны будут приобрести в результате выполнения данного проекта. Да? Например, исторический монопроект в 5 классе «Войны в истории древнего мира». Да? Какие бывают типы монопроектов? Бывают литературно-творческие, естественно-научные, экологические, культуроведческие, исторические. Вот в нашем случае, конечно, больше интереса представляют именно исторические и культуроведческие проекты. И также я бы хотел остановиться на таких видах проектов, как межпредметные проекты. Они, как правило, выполняются во внеурочное время. Это либо небольшие проекты, затрагивающие 2-3 предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех участников образовательного процесса. Вот, например, межпредметный проект по истории и по литературе «Крымская война в судьбе и творчестве Льва Николаевича Толстого». Да? Вот может быть такой проект. По характеру координации проекты могут быть разных типов. С открытой явной координацией. В них координатор проекта, в данном случае это учитель, да, выполняет свою собственную функцию, ненавязчиво направляя работу его участников, организуя в случае необходимости отдельные этапы проекта, деятельность отдельных его исполнителей. Также выделяются проекты со скрытой явной координацией. В таких проектах координатор, учитель, не обнаруживает себя в деятельности групп участников своей функции. Он выступает как полноправный такой же участник выполнения проекта, как и другие дети. По характеру контактов проекты бывают разных типов. Внутренние и региональные. Эти проекты организуются либо внутри одной школы, междисциплинарные, либо между школами, классами внутри региона страны.
Также классифицируются проекты по количеству участников. Выделяются индивидуальные проекты, когда проект выполняет один ребенок, парные, двое участников выполняют проект, ну и групповые проекты. Проект выполняет малая группа обучающихся. Также по продолжительности выполнения проекта бывают краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Краткосрочные могут быть разработаны на нескольких уроках, средней продолжительности это где-то неделя, от недели до месяца, и долгосрочный может быть от 1 до нескольких месяцев выполнять этот проект. Представим примерный порядок работы над учебным проектом. На основе темы и других данных в условиях задания школьники должны определиться с проблемой своей проектной деятельности. Что такое проблема? Да, это некое противоречие между тем, что детям известно об объекте проектирования в данное время, и тем, что требуется узнать, осмыслить, понять для ответа на прямо поставленный в проектном задании вопрос. Или для разрешения какой-либо проблемной ситуации, заложенной в условии задания или темы проекта. Ну вот, например, ученический проект «Северная война 1700-1721 года». Основной проблемный вопрос. Северная война. Упадок экономики или двигатель прогресса? Проект «Смутное время и его последствия». Основной проблемный вопрос. Смута – это катастрофа или возрождение? Проблема или проблемная задача, которую сформулируют ученики, скорее всего, будет носить учебный характер. Так как возможно, что в науке и обществе уже достигнуто определенное взаимопонимание по дискуссионному вопросу. Существует мнение о причинах, версиях, развитиях того или иного исторического процесса. Но, тем не менее, однако для ученика вот эти полученные знания в ходе решения этого проблемного вопроса будут личностно значимы. Для него это будут новые знания. Также в проектной деятельности самыми ценными являются результаты, связанные не столько с когнитивными, познавательными знаниями, что дети узнали, сколько с личностными и развивающими эффектами образования. То есть, что дети поняли, чему научились, каким ценностям они приобщились. В этом заключается значимый эффект проектной деятельности, формирование метапредметных и универсальных учебных действий. А далее в русле своей проблемной задачи школьники должны определить круг источников, виды информации и место ее возможного нахождения, которые будут необходимы для выполнения проектной работы, проектного задания. Если над проектом работает группа школьников, то есть если это групповой проект, целесообразно распределить поручения. Кто из детей будет собирать материал в краеведческих музеях, кто будет работать в архивах, кто будет брать интервью и так далее. И периодически группа учеников будут собираться вместе, чтобы потом обобщить какие-то промежуточные результаты, которые они узнали. Одновременно с определением круга источников школьники должны разработать план работы над проектным заданием, определить задачи, содержание, способы деятельности для каждого этапа. Круг лиц, который будет ответственен за выполнение определенного выполнения задания. Части проектного задания готовятся индивидуально, если это индивидуальный проект, или в микрогруппах, а потом это все обсуждается. Поскольку личностные и социальные эффекты учебного проекта ярче всего раскрываются в его публичной презентации, то на завершающемся этапе проекта школьники разрабатывают сценарий презентации проекта. Значит, презентация и защита проекта. Что это такое? Это по сути два тесно связанных друг с другом микроэтапа. На этапе презентации. Что такое презентация? Это представление. На этом этапе учащийся представляет продукт проектной деятельности. Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что продукт это не реферат, доклад. Это какой-либо отчуждаемый объект. Это может быть выставка школьная, макет, плакат, газета, инсталляция, коллаж. Это может быть видеоролик и так далее. Защита проекта предполагает ответы авторов проекта, детей, на вопросы аудитории, вызванные возможным непониманием, возможно, желанием прояснить какие-то пункты или общую идею, концепцию вот этой всей проектной работы. Исходя из учебного характера проектной деятельности, ее главные эффекты заключаются в рефлексии проектной деятельности школьников. Дети должны осознать, что они узнали,
То есть, по сути, это предметные результаты. Да? Чему они научились, это метапредметные результаты, и что они поняли. Это личностные результаты. Например, в результате выполнения проекта по историческому краеведению «Детство, опаленное войной» учащиеся должны понять, что война – это более страшное явление, чем просто вооруженный конфликт. Это разрушенные семьи, это умирающие от голода дети, это разрушение мира, доброты, это страдания, боль и так далее. Да? Вот пример личностных результатов. Уважаемые коллеги, актуальным остается вопрос оценки учебных проектов. Вот ученые-педагоги Вяземский и Стрелова в своей книге «Проектная деятельность школьников» на уроках истории предлагают следующие универсальные критерии проверки и оценки учебных проектов. При подготовке проектов эти критерии должны быть предъявлены учащимся в виде требований, адаптированы к конкретному виду проекта, разъяснены и согласованы. То есть для участников образовательного процесса, для участников проектной деятельности оценки должны быть прозрачные. Ребенок должен понимать, за что ему сняли ту или иную оценку, понизили оценку. Вот учитель в проекте, давайте мы с вами рассмотрим примерные требования к содержанию проекта. Первое требование. В проекте должны быть отражены проблемы, цели и задачи проектной работы. Далее, учителю необходимо обратить внимание на содержание проекта, его новизну в определении проблемы и ключевых вопросов, в подборе и использовании разных источников информации в виде и видов деятельности по их поиску, обработке, представлению и презентации проекта. Оценивается логика работы над проектом, изложение его ключевых идей и результатов в форматах, соответствующих данному виду проекта. А также оценивается грамотность с соблюдением авторского права, оформление цитат и ссылок, списка источников и информаторов. Рассмотрим требования к оформлению проекта. Соответствие формата и содержания проекта определенному виду проектной деятельности. То есть в данном случае проект должен соответствовать. Да? Либо это будет информационный проект, либо творческий проект, либо исследовательский. А также оценивается дизайн конечного продукта проектной деятельности и эстетика его оформления. Тоже это важный критерий для оценивания проекта. А также навигация проекта, удобство демонстрации, использования его материалов и ресурсов другими исследователями, краеведами, любителями истории и так далее. Так, требования к презентации проекта, да, к последнему этапу. Во-первых, ученики должны представлять свой проект в соответствии с логикой. Должна быть определена содержательность устного сопровождения проекта. То есть комментирование ключевых идей и особенностей ученического школьного проекта. И далее это четкость и содержательность ответов на вопросы экспертов или зрителей. То есть дети должны хорошо реагировать на вопросы, не должны бояться этих вопросов. Вопросы это своего рода будет показывать степень заинтересованности участников образовательного процесса вот в данном ученическом проекте. Да? Поэтому дети должны хорошо реагировать на представленные вопросы. Представим, как проектная деятельность развивает функциональную грамотность школьников. Во-первых, проектная деятельность на уроках истории формирует общую грамотность, информационную грамотность, умение находить и отбирать необходимую информацию из книг, архивов, справочников, энциклопедий и других печатных текстов, пользоваться алфавитным и систематическим каталогом библиотеки. А далее, проектная деятельность формирует коммуникативную грамотность, умение работать в группе, в команде, расположить в себе других людей, приспосабливаться к новым, непривычным требованиям и условиям, организовать работу и группы. Таким образом, проектная деятельность обучающихся является эффективным средством формирования функциональной грамотности. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание и, пользуясь случаем, хочу всех участников нашего сегодняшнего семинара, нашей сегодняшней секции поздравить с наступающим праздником, с Днем Учителя. Спасибо. Большое спасибо, Евгений Викторович. Проектная деятельность – одна из важных составляющих современного образования, и особенно важно, что содержание данной проектной деятельности является базой работы наших современных педагогов. Следующее выступление – это выступление Юрия Алексеевича
Кочерева, методиста информационно-методического отдела издательства «Русское слово». Тема выступления Юрия Алексеевича Кочерова звучит следующим образом. Современные методические аспекты преподавания предмета обществознания, формирования актуальных концепций учеников. Можно видео. Оно записано, да? Угу, запись. Нас сейчас слышно? Да. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рад всех приветствовать. С вами издательство «Русское слово» и методист издательства Юрий Кочеров. Сегодня мы затронем такую достаточно интересную тему. Современный методический аспект преподавания предмета обществознания. Ну, если конкретно быть, то в этих методических аспектах будем рассматривать формирование актуальных компетенций учеников. Ну или по-другому говоря, мы обратимся к концепции 4К. Соответственно, все подробности сегодня, конечно, я озвучу. Итак, план нашего вебинара будет заключаться в следующем. Начнем мы с основополагающего документа концепции преподавания предмета обществознания. Посмотрим, какие есть требования в ГОС в области развития компетенций ученика, актуальных компетенций, какие есть ресурсы в УМК обществознания издательства «Русское слово» для формирования этих компетенций, за что можно зацепиться, проще говоря, на уроках. И покажу несколько простых приемов, как, соответственно, эти самые компетенции интересно, главное, может быть, не так привычно ученикам, что тоже добавляет интереса, развивать. Итак, концепция. Документ достаточно свежий, чуть более 2 лет существующий, соответственно, цель концепции стратегическая повысить качество преподавания и обучения обществознания. Ну и вместе с концепцией стоит вспоминать приказ под номером 637, который, собственно, запускает механизм внедрения положений этой концепции в жизнь. Так, для достижения стратегической цели концепции повысить качество изучения обществознания поставлен ряд задач: обновить содержание учебных программ, развить методики и технологии обучения, расширить использование электронных информационных ресурсов, формировать различные виды грамотности, то, что укладывается в такой тренд, как развитие и формирование функциональной грамотности. И 2 задачи, которые, конечно, стоит отметить, это совершенствование системы диагностики и совершенствование подготовки учителей. 2 задачи важные. Без этих 2 задач, соответственно, предыдущие работы в полной мере, конечно, тоже не будет. Итак, сам УМК, о котором сегодня пойдет речь, перед вами это 2 консенсуса в соответствии с требованиями концепции. 6-9 класс, 10-11, методическое сопровождение программы, пособия, рабочие тетради, видеолекции авторов учебников. Авторский коллектив как раз таки достаточно большой.
Это связано с тем, что сам по себе предмет обществознания — это конгломерат многих наук. Здесь мы видим, что в каждой научной области трудился человек с научным званием, доктора, кандидаты соответствующих наук. Научную редакцию осуществлял Никонов Вячеслав Алексеевич, методический аппарат разрабатывал Коль Татьяна Викторовна. Есть несколько моментов, которые меняют порядок тем в изучении обществознания в школе. Соответственно, этот порядок меняется в соответствии с положением концепции. Ну, в частности, на уровне 6 класса изменения не столь заметны, не столь обширны. В основном они касаются не порядка тем, а содержания. Здесь все так же, как и привычно. Человек, деятельность человека, общество, сферы жизни общества, общее знакомство с ними и социальное. Это 6 класс. Соответственно, 7 класс уже знакомство с сферами жизни общества более детально. Духовная сфера, социальная сфера, политическая сфера. Ну, как вы видите, политическая на достаточно простом, понятном уровне, через призму явлений, которые семиклассникам уже знакомы. 8 класс полностью отдан праву, начиная от знакомства с Конституцией, через отрасли права и далее, соответственно, правовой статус несовершеннолетних. Это как раз таки направление правовая грамотность. 9 класс полностью отдан экономике, тоже от общих вопросов. Что такое экономика? Соответственно, вплоть до умения вести себя в конкретной экономической ситуации, экономическая грамотность, финансовая грамотность. Соответственно, это вот последние несколько параграфов учебника для 9 класса. На уровне 2 концентра темы повторяются с естественным углублением, с учетом, что это уже среднее общее образование каждого человека, общество, далее пошли сферы жизни общества, духовная, экономическая, социальная, политическая и правовая сфера. Обратите внимание, что на учебнике стоит на обложке ГРИ 1011, часть 1, часть 2. На самом деле порядок изучения темы ты сам можешь определить, соответственно, прописав это в своей собственной авторской программе курса. Методический аппарат учебника единый, то есть рубрики встречаются начиная с 6 класса до 11. Единственное, что не все прям сразу с 6 класса. Первые 3 характерные для 6-7 класса. В 8 классе появляется рубрика «Изучаем законодательство», в 10 классе рубрика «Суждения». Вопросы и задания обозначаются единым смыслом. Так эти рубрики выглядят на страницах учебника, цитаты, термины определения, фрагменты документов правовых, дополнительный текст и различные точки зрения по каким-либо существенным проблемам. Ну и на этом моменте мы с вами обратимся к еще одному документу, это федеральный стандарт. И с точки зрения вот этих вот самых компетенций посмотрим, компетенций ученика, посмотрим, что от нас, учителей, требует ГОС на уровне основного общего образования с точки зрения формирования этих самых актуальных компетенций. Ну, в области метапредметных результатов мы видим, что требуется, чтобы у учеников был самоконтроль, основа самоконтроля, самооценка, принятие решений, соответственно, чтобы они умели организовывать учебное сотрудничество, совместную деятельность, кооперацию по-другому, да, если возвращаемся к концепции 4 прав. На уровне предметных результатов работа с информацией, осмысление, критическое осмысление в том числе, социальный кругозор, любопытство, все, конечно, тоже должно быть развито. На уровне среднего общего образования мы здесь видим в области метапредметных результатов уже продуктивно общаться, то есть продуктивная совместная деятельность. Навыки познавательной рефлексии должны присутствовать. На уровне предметных результатов умение выявлять причинно-следственные связи, функциональные, практические и так далее. Должны быть уже сформированы навыки оценивания, то есть опять-таки вопрос критического мышления, здесь вопрос критического мышления мы здесь обращаемся. Ну и теперь к вопросу, а что же это за те самые компетенции, что укладывается в концепцию 4К. Ну, во-первых, это все, что начинается с буквы К, да, соответственно, критическое мышление, креативность, коммуникация, кооперация. Об этом требования ГОС как раз и говорят. Объединять усилия, кооперация, коммуникация, креативность, то есть мыслить нестандартно, зачастую нестандартно, и критическое мышление, умение оценивать информацию и, соответственно, применять ее тоже. Это и есть результат как раз освоения ГОС.
По-другому говоря, концепция выглядит вот таким вот образом, то есть это 4 равные доли, то есть никакая особо не превалирует в этой концепции. Ну и давайте посмотрим, где в учебниках обществознания и за какие ресурсы можно зацепиться, чтобы развивать именно эти компетенции: креативность, коммуникация, кооперация, критическое мышление. Ну, несколько названий, точнее, несколько определений, которые нам помогут, да, в данном случае расставить точки над «и», как говорил Конфуций, давай ищем правильное название. Критическое мышление – это процесс соотнесения внешней информации с имеющимися знаниями, выработка решения, ну и так далее. Креативность определяется как способность представлять и разрабатывать принципиально новые подходы к решению проблем. То есть при возникновении проблемы креативность позволяет ее решить, если не работают стандартные подходы, то это может быть нестандартные подходы. Ну и теперь давайте непосредственно перейдем, как я уже сказал, к ресурсам УМК. Сами по себе ресурсы уже позволяют полностью реализовать требования ГОС, но можно работать с этими ресурсами, сделать поинтереснее. И здесь мы как раз говорим о нескольких простых приемах. Например, прием антиципации. Соответственно, прежде всего он подходит для работы с мотивационными вопросами в начале параграфа. Суть этого приема очень проста. Соответственно, в этих вопросах, в этих мотивационных вопросах, за эти, прошу прощения, мотивационные вопросы открывается какое-то утверждение. Соответственно, работать нужно с этими утверждениями. Хотя можно оставить формат вопроса, также ответ «да», «нет», который предполагается, если на вопрос предполагается ответ «да», «нет». Соответственно, работа выглядит следующим образом. То есть согласие с вопросом без высказывания в начале урока, возврат к вопросу или высказывание в конце урока и, соответственно, сравнивание своих позиций и рефлексии, почему позиция, например, поменялась. Соответственно, с помощью чего можно изменить позицию? Второй пункт — это может быть видеоклип, это может быть текст, это может быть текст учебника, в первую очередь, это может быть сторонний текст, это может быть рассказ учителя. Здесь, в данном случае, выбор остается за вами. Ну и несколько примеров, как мотивационный вопрос можно перевести в утверждение, да, если это необходимо, если сам вопрос не подходит для формирования простого ответа «да», «нет». Итак, ну, например, параграф 1, загадка человека, учебника для 6 класса. Здесь мы видим мотивационный вопрос, почему человек самый сложный ответил на загадку. Ну, можно такое утверждение вывести, каждый человек знает о себе все. Ну и ответ ученика «до» и «после». Если, например, изначально не согласился, а после не согласился, значит, рефлексия у него будет относительно неизменности позиции, почему у него не поменялось. Если изначально согласился, а после, соответственно, не согласился, рефлексия будет касаться ситуации именно, что его заставило изменить свою точку зрения. Где здесь критическое мышление? Есть, конечно, то есть одна из этих 4 карт, здесь будет, конечно, работа. Ну и, возможно, еще элемент креативности, конечно, в том числе. Еще пример, уже второй параграф учебника 7 класса. Здесь мы видим тоже сразу 2 вопроса мотивационных, соответственно, можно вывести такое утверждение, принцип работы здесь абсолютно такой же. 8 класс. Соответственно, также несколько вопросов, одно утверждение даже присутствует. Вот можно остаться на этом утверждении, что прав без обязанностей не бывает. Можно вывести другое утверждение, что, например, у несовершеннолетних больше прав, чем обязанностей. Соответственно, такой формат тоже вполне может пройти. Ну и также работа до, после. И еще пример из 9 класса. Здесь вот мы сразу видим уже 3 даже мотивационных вопроса во втором параграфе, название товара и услуги. Ну и здесь вот упоминается потребительская корзина. Кстати, не весь параграф, естественно, посвящен потребительской корзине. Там есть отдельный текстовый материал, соответственно, этот вопрос еще к внимательности читающего. То есть такую головочку тоже можно использовать. Ну и также работа формат «до», согласился, не согласился, и после согласился, не согласился, обязательно саморефлексии. Примеры уже из второго концентра, учебника 10-11 класса, например, 13 параграф, мобилизация приводит исключительно положительным последствиям такого утверждения. Ну и также формат работы согласие, не согласие, ДОС.
знакомство с темой, согласие, несогласие после знакомства с темой. Вот давайте такое, соответственно, некое резюме подведем по этому простому приему. Цель использования приема антиципации. Ну, во-первых, можно установить цель, то есть знакомство с текстом ради какой-то конкретной цели. Опять-таки, здесь и мы берем такой процесс, как чтение, с точки зрения развития критического мышления. Раскрытывающее знание – это актуализация знаний, соответственно, здесь тоже элемент критического мышления. Что знал, что узнаем, или что узнал в процессе урока. Ну, пересмотр с собственной точки зрения, соответственно, это вопрос в том числе и коммуникативный, то есть умение менять свою точку зрения и при этом не страдать от какого-то дискомфорта, это тоже важный момент. То есть сразу несколько у нас здесь этот прием перекрываем. Процесс еще раз также резюмируем, подготовьте утверждение, предложите ученикам для проработки в начале урока, в конце урока, соответственно, знакомство с текстом, видео, с рассказом учителя, после этого возврат к утверждением, также опять анализ согласен, не согласен, ну и рефлексия по поводу изменений, если они присутствуют. Следующий момент, следующий прием, который также позволяет эффективно развивать вот эти компетенции, это прием, который завязан на 3 вопросах. Сами вопросы звучат очень просто, мы сейчас с ними познакомимся, но вот являются они при этом вопросами непростыми. То есть это такой вот каламбур. Простые вопросы и непростые вопросы одновременно. Ну, для начала вспомним, какие есть вообще функции вопросов. То есть, зачем они существуют, зачем они задаются. Есть вот функции вопросов продуктивная, есть процедурная, генеративная, конструктивная и фасилитирующая. Ну, в пояснении я специально скобку привожу. Вопросы, которые у нас имеют под собой продуктивную функцию, это вопросы повторения воспроизведения. Скажи, как я, повторюсь, напомню, ответ, что было на прошлом уроке. Процедурное управление работой, соответственно, это вопросы, которые направляют деятельность учеников. Генеративно – это вопросы, которые вовлекают в процесс образовательный. Конструктивно – это вопрос для построения новых знаний, вопросы для построения новых знаний. И функция фасилитирующая – это функция, которая развивает процесс мышления. То есть вопросы – это функция вопроса, которая развивает процесс мышления. То есть вопросы задаются для того, чтобы активировать процесс мышления учеников. Как эти все вопросы, какие из вопросов, какими функциями относятся к действию? Ну, вы уже догадались, что это последние 3 функции: генеративная, конструктивная и фасилитирующая. Это вопросы, которые мотивируют отвечать, привлекают к когнитивной деятельности и обращаются к внешней и внутренней информации. Мы здесь обращаемся к критическому мышлению, в том числе сопоставление имеющейся и поступаемой информации. И эти вопросы, как я уже сказал, с одной стороны непростые, с другой непростые, звучат они точно очень просто. Их можно сводить в таблицу. В таком виде работа может выглядеть, то есть таблица из 3 колонок. Первая колонка – ответ на вопрос, что вы видите. Вторая колонка – ответ на вопрос, что вы в этом думаете. Третья колонка – ответ на вопрос, что хотите узнать. Вопросы, естественно, обращены к ученикам, ну, за исключением, наверное, последней колонки, потому что каждый ответ на вопрос, что вы хотите узнать, будет обращен все-таки к учителю. Учитель придет что-то из того, что они хотят узнать, разъяснять, либо обращаться их к источнику информации, то есть к учебнику. На самом деле все эти вопросы можно использовать в различных рубриках учебника. Подходят они как к тексту, подходят они и к схемам, подходят они и к иллюстрациям. Ну, в данном случае вот я нашел такой пример, где есть и схема, и иллюстрация одновременно. И, соответственно, за учителем остается важный момент – поставить условия в начале работы, сколько ответов каждый учеников должен быть. 1 ответ на каждый вопрос, 2 ответа, 3 – это уже выбор, конечно же, за вами. Цели приема. Назвать его этот прием мы условно смотрим, думаем, интересуемся. Развивать прием навыки наблюдения, навыки построения теорий, в том числе. И, конечно же, развивает любознательность. Здесь мы видим из этих 4 и креативность, особенно в области, наверное, вопросов, на которые придется отвечать учителю, и, соответственно, критическое мышление.
Ну а сам процесс еще раз также сейчас мы здесь резюмируем. Покажите картинку, подпись, картинку, фотографию, схему, все что угодно на ваш выбор. Соответственно, далее работа по 3 этим вопросам. То есть определяют, что увидели, интерпретируют и задумывают, чего хотели бы узнать. Ну и, конечно, записывают, делят своими ответами про рефлексию учеников. Не забываем, конечно, чтобы, соответственно, не просто поделиться вопросом, а еще неплохо задать, наверное, дополнительный вопрос, почему ты этого не знал, или, соответственно, как давно ты это знаешь. Такие вопросы рефлексирующие тоже важны. Есть у нас на уроке ситуации, когда, например, встречается сразу несколько, то есть возникает некий спор на уроках. И есть задания, которые, например, в 6-7 классе предлагают некий спор ученикам разрешить. То есть, ну, в старших классах, понятно, сам спор будет заключаться в разности мнений по каким-то вопросам, а 6-7 класс — это некая тренировка как раз коммуникативных навыков, тренировка кооперации, потому что разрешать спор можно не в одиночку, и лучше, конечно, не в одиночку. Ну и критическое мышление, в том числе определение собственной позиции. Здесь мы видим, да, в каждом задании разрешать спор вопрос. Как вы думаете? То есть вопрос, обращенный к личной информации ученика. Соответственно, есть еще один вариант этой рубрики «Размышляем над мнением ученых», то есть это как развитие рубрики «Разрешаем спор». Но суть остается в том, что задействуем, по крайней мере, сразу 3 компетенции. В данном случае развиваем сразу 3 компетенции. Этот процесс разрешения споров, размышлений над мнением ученых нужно сделать поинтереснее, я бы даже сказал, динамичнее, чем просто ответы с места, с помощью очень простого приема под названием углы. Суть этого приема простая. Обычно, конечно, у нас в распоряжении не 4 угла, а 3 в учебных аудиториях. 4-й угол занимается учитель. Но даже если 3, то 4-й угол где-то можно все-таки определить, найти. Итак, сам процесс выглядит следующим образом. Соответственно, разрешая некий спор, учитель предлагает к сторонникам какого-либо взгляда обойти соответствующий угол. Соответственно, после этого, когда весь класс распределился, весь класс, часть учеников распределился по углам, далее наступает этап коммуникации, то есть обсуждения, выбора, который сделали ученики противоположного. То есть с учениками, которые сделали такой же выбор, а с учениками, сделавшими противоположный. Соответственно, обсуждение может происходить в парах, может быть в парах, формат может быть расширен. Учитель сам может вступать в это обсуждение. Главное, чтобы звучал момент, почему выбрана та или иная точка зрения. Есть здесь коммуникация, есть здесь кооперация, в том числе тоже. Есть здесь критическое мышление, да, конечно же. Итак, еще раз к вопросу о цели использования этого приема, да. Направляясь в прием комнату, ученики осознают, что есть множество точек зрения по данной проблеме. То есть не только на слух, но еще и наглядно. Например, для 6-классников, 7-классников это достаточно эффективно. Далее, соответственно, обсуждая главные причины, по каким они оказались по разным углам. Кстати, в разные углы могут уйти 2 друга, сидящих за одной партой. Приходит понимание, что есть с точки зрения отличные от них собственных. Ну и критическое мышление в процессе обсуждения, то есть я выбрал это, мой друг выбрал это, почему? Это тоже момент достаточно важный. То есть 3 таких приема могут позволить достаточно легко, а главное интересно и вам, и вашим ученикам развивать те самые актуальные компетенции, которые вкладываются в вот эту вот концепцию 4К. Как вы видите, практически каждый прием затрагивает, если не все, но, по крайней мере, большинство этих самых компетенций, то есть в среднем 2-3 компетенции, так или иначе, они перекрывают. Сами приемы при этом вы видели достаточно несложные для организации. Ну, может быть, на какой-то момент вначале ученикам будет сложно, но в процессе, если вы будете повторять эти приемы, они станут вам и вашим ученикам привычными. На этом свое выступление хотел бы закончить.
в помощь учителям, которые работают с УМК издательством. На сайте есть предметные разделы: история, обществознание, литература, русский язык, иностранные языки. Есть специальный раздел под названием «Электронный ресурс», где можно найти и скачать электронную форму учебника, которая вам интересна, 2 недели попробовать ее бесплатно в работе. Если вы захотите что-то приобрести, то добро пожаловать на страницу интернет-магазина. В данном случае QR-код позволяет перейти как раз-таки на страницу интернет-магазина. И на этом мое выступление подходит к концу. С вами был методист издательства «Русское слово» по истории обществознания Юрий Алексеевич Кочеров. Телефон и адрес электронной почты на экране перед вами. Всем спасибо за внимание. Пишите, звоните, постараемся ответить на вопросы оперативно. Да. Уважаемые коллеги, наша секция учителей социально-гуманитарного цикла свою работу на этом завершила. Всех благодарю за нашу плодотворную работу. Вопросы задаем. С наступающим нашим профессиональным праздником. Здоровья, хорошего настроения и всех жизненных благ. Мы ждем вас на стратегической сессии.